Esenmisiz? Saat tugel 19:00 ham biz boshlaymiz. Всем добрый вечер. Время ровно 19:00, и мы начинаем наш урок. Это уже третий урок нашего 4-го потока. Я надеюсь, сегодня также будет активно вестись работа, и мы получим новые знания. Мен маңа бик тә өметләнәм, сез бүген бик актив булырсыз дип, һәм шулай ук без бүген яңа белемнәр алырбыз дип өметләнәм. Так, кемнәр монда? Әйдәгез. Исәнләшеп алыйк, барлап алыйк бер-беребезне. Кто здесь? Так, в группу я скидывала. Почему-то один зритель только у меня показывает. Ау, ребят, вы где? Такое. Зависит, что ли? Что такое, не поняла. Ребят, как меня слышно, как меня видно? Напишите, пожалуйста. Угу. Ага. Подтягивается, да, народ? Исәмсез кем клёвый. Исемегезне белмим, исемегезне җавап итеп языгыз әле, пожалуйста. Ялгышмасам, Рөстәм. Напишите, пожалуйста, как вас зовут, а то мне как-то неудобно к вам обращаться, кем клёвый. Это очень странно. Минем хәлләр яхшы, туйлар әйбәт узды. Әлмәт, тоже әйбәт, Аллаһка шөкер. Мәрьям Галиева, Ая, Мәрьям. Исәмсез? Так, Анна, хәерле кич. Так, кемнәр монда әйдәгез? Әкренләп безгә кушылыгыз. Так, меня слышно, меня видно? Евгений. Вспомнила, вы говорили как-то уже икәнегез бар. Так, в голове так много информации, могла просто забыть. Так, кемнәр тагын монда? Никтер без бүген әз. Почему-то нас сегодня мало. Это меня расстраивает. Так, әйтегез әле миңа. Мине сез күрәсезме? Мине ишетәсезме? Ага, Ирина yazdı. Ирина, добрый вечер. Исәнмесез? Все видно и слышно. Все отлично тогда. Так. Напишите еще, пожалуйста, кто здесь, чтобы я как-то имела общее представление, сколько у нас человек сегодня будет работать. И чтобы вот я это видела. Хорошо? Так. Siz yazınız комментарийларыңызны, хәлләрегез ничек икәнен языгыз, сораулар булса языгыз. Если у вас есть вопросы, тоже пишите. Как у вас дела, пишите. Если у вас какие-то новости, пишите все. Барысын да языгыз. Я по возможности буду на них отвечать, обращать внимание. Хорошо? Женя Симон, да, күрәм. Так, ярар, алга таба башлап җибәрәбез без. Так, я тогда переключаюсь на презентажечку. И мы начинаем наш урок. Так. Так, видно? Всем видно? У меня сегодня интернет немножко отстает на другом компьютере, поэтому тяжело уследить. Так, все хорошо, открылось. Так, әйдәгез кабатлап китәбез. Повторение, кабатлау. Так. 4. Ребят, давайте быстренько напишем, что как бы каждое слово обозначает, то есть перевод. Активно сейчас поработаем, чтобы задать такой ритм.
Aydarız. Нәрсе ол дүрт, нәрсе ол сюз, күк, күз. Так, ребят, не путайте буковки, ладно? У и Ü. Хорошо? Да. Дурт это получается четверка, да, все верно, Ирина. Молодец. Сюз, нәрсе ол. Работаем, ребята. У нас сегодня очень обширная программа нашего урока, поэтому надо сегодня прямо активно, хорошо? Так, дурт, ага, слово. Это сюз, правильно. Небо это кух, глаз это куз, куб это много, кюль это... Вот я же сказала, посмотрите внимательно, не путайте. Ясно? Вот именно кюль это не рука, Евгений. Посмотрите в середине, какая буковка стоит, какой звук. Хорошо? Кюльмяк это рубашка, либо платье. Да, хорошо. Да, озеро это будет. Правильно, все верно. Бейрам – это праздник. Эйбет – это хорошо, все верно. Так, что такое Тереза? Кто знает, что такое Тереза? Озеро. Конечно, озеро. Куль – это озеро. Если бы было бы кул, да, то это была бы рука. А это куль. Хорошо? Так, что такое Тереза? Окно, правильно. Правильно. Анна тоже правильно написала. Хорошо, ребят, вы так потихонечку подключайтесь все, хорошо? Кто заново, может, к нам присоединился? Так, ага, хорошо. Бүлме. Что такое бүлме? Нәрсе ол бүлме? Қайсығыз миңа әйте ала, қайсығыз біле? Что такое бүлме? Бүлме. Так, да, бүлме это комната. Мектеп это школа. Ирина тоже правильно написала. Ага, мектеп это школа. Буляк это подарок. Так как вы новенькие у меня есть одна знакомая учительница, ее зовут Буляк Байрамовна. Представляете? То есть, если дословно перевести, то есть ее зовут Подарок Буляк, а ее отца, то есть она по отчеству Байрамовна, то есть Праздниковна. То есть у татары такое встречается, представляете? Вот. Так что, когда у вас родятся у кого-то дети, вы уже знаете, как их назвать. Шутка. Так, я рад. Ну, она, невидимо, она, да, рассказывала, то, что она была долгожданным ребенком, и ее назвали так, ну, как подарок от Бога, подарок Булек. А отца почему так назвали, я не знаю, Бейрам, праздник. Может, он родился и смеялся уже сразу, как праздник. Вот так вот. Ярар, молодцы. Сүзләрне дөрес итеп тәрҗемә иттегез. Хорошо перевели вот эти слова, значит, вы их запомнили. В принципе, тут никаких трудностей, мне кажется, вы не испытывали. Или мне только кажется? Нет, мне не кажется, так и есть. Так, хорошо. То есть этот вот тоже, сейчас мы самопроверкой займемся, да, дурт это 4, сюз это слово, кук это небо, также кук это может быть цвет голубой, да, ведь мы это знаем, куз это глаз, кук это много, куль это озеро, кульмяг это платье, либо рубашка, байрам это праздник, эйбет это хорошо, тереза это окно, бульмя это комната, мектеб это школа, буляг это подарок. То есть все слова вам уже знакомы. Теперь следующее задание. Попробуйте поставить те же самые слова. В принципе, мы повторяем множественное число. То есть преобразуйте во множественное число вот эти данные слова. Менә бу сүзләрне күплек санга куегыз. Пожалуйста. Ребят, не слишком ли я кричу, ору, и этот голос ли у меня слишком негромкий ли, и не слишком ли я быстро говорю? Если что, вы мне, вот эти делайте замечания, хорошо? Я буду их учитывать. Если вам что-то непонятно, сразу пишите. Так, давайте, вот, например, мы уже знаем, да, то, что сюзи – это слово. А как будет слова на татарском языке? Ага, рахмат, Ирина. Так, сюз – это слово. А как будут слова? Қайсығы зайтай ала?
Так интересно, у вас почему-то у всех вот эти ярлычки от вашего аккаунта, все в одном цвете, голубоватый, зеленоватый какой-то. Ага. Я смотрю, как будто один человек пишет. Обычно так розовенький, красненький уходит. Так, Сюзлер, да, правильно, все хорошо. Да, я поняла, что у вас нет татарской клавиатуры. Так, если кому интересно, на компьютере тоже можно установить татарскую клавиатуру. И на телефоне тоже. Есть такое даже приложение, татарская клавиатура прям называется. Ну, их очень много. Ну, если кому-то это интересно. Так, ага. А где остальные? Одна Ирина отдувается у нас, да? Куклер, Куклер, да, небеса получается, да? Кус. Кус это у нас что? Кузлер, Все верно, отлично. Кузлер, глаза, Хорошо. Отлично, я бы даже сказала. Так, глаза, кузлер, да? Угу. Küller, да, вот, ага, küller, Күлмәкләр, платья или рубашки. Күлләр, именно вот в данном случае, но у вас татарской клавиатуры нет, да, ведь? Поэтому будет озера, күлмәкләр, либо рубашки, либо платья. Бейремнер, ой, молодец, молодец, обратили внимание, да? Угу. Так, Мария, вы можете мне, кстати, отправлять, ну, фотографировать или сразу в WhatsApp писать. Ладно, я вот прям параллельно буду читать, хорошо? Угу. Так, бейремler, terezeler, все верно. Так, бүлмәләр, мәктәп. Так, мәктәп вы написали? Нет, еще не написали. Бүлмәләр, то есть терезелер это окна, бүлмәләр это, получается, комнаты. Да, хорошо. Апа. Кто такая апа? Как она будет во множественном числе? Я уже вам подсказала. Так. Ага. Уру. Так, сейчас. Да, апа это тетя или сестра, получается. Урман. Именно урам, урман, видите, они заканчиваются на носовую, согласную. Поэтому будет окончание нар. Неме? Вспомнили? Так, бүлмәләр, урманнар була, еме? Мәктәпләр, апалар, да, это тетя или бы сестра, то есть тети или сестры. Атлар, майлар, таулар. Да, все верно, хорошо. То есть ат это лошадка, коняшка, да, ведь? Май это у нас маслица. Тау это у нас гора. Я вам просто тоже повторяю. Вы это уже все знаете. Слова, в принципе, простые. Слова до урам, на лар, сурам и урам. Все поняла я теперь, Ирина. Извините. Так, да. Везде такие же окончания, в принципе, да, ведь? Принцип один и тот же. Так, да. Тау это гора, таулар это горы. Баш это голова, башлар головы. Да, урам это получается урамнар. Урам это улица, улицы. Угу. Урман это лес, леса, урманнар, баш, башлар, головы.
Так, все хорошо, проблем тут не было. Отлично. То есть опять тоже глазками пробежитесь, и вам все будет понятно. Что есть, то есть для визуальной памяти. Вот, хорошо. Дальше поехали. Так, теперь вот эти словосочетания тоже мне переведите, пожалуйста. Bu süs dizmelerini tercüme ediniz. Переведите, пожалуйста, вот эти словосочетания, если вам не трудно. Что-то вас действительно сегодня очень мало. Знаю. Работают, что ли, все? Как-то грустненько, что вас сегодня так мало. Конечно, в тесной компании еще лучше заниматься, но охота, чтобы как можно больше людей узнало. Угу. Татарский язык. Солкус, левый глаз. Да, все верно. Дрес. Дырт, кюль, 4 озера. Угу. Дрес. Отлично. Так, алтынсыз, золотое слово. Да, правильно. Так, матуркук, красивое небо. Правильно, Ирина. Так, кып алма. Кып алма. Ну да, можно понять, как много не бери, но в данном случае мы глаголы еще особо не употребляем, то есть мы к ним еще не перешли. Поэтому будет этот алма это яблоко все-таки. Хорошо? В данном случае. А так, да, куб алма это много не бери. Да ведь? Так, зуркюль. То есть это получается, да, Клыпална это много яблок, да, Зуркюль, большое озеро, много яблок, да. Ага, большое озеро, Зуркюль, имя? Зурматуркюп. Мы все повторяем, это было уже на прошлых занятиях, мы просто это все как бы вбиваем в голову повторением от учения. Имя? Хобот Либас. Большое красивое небо, да, Зур, Матур, Кюк. Отлично. Так, Букуль. Букуль. Ага, Букуль. Зур. Нет, немного, а Зур это значит большой. Понимаешь? Так, Букуль это значит это озеро. Ул, да, Зур. Большое красивое небо будет, да, Зур Матуркук. Букуль это озеро. Ул, да, Зур. Вспоминаем вот это да, кисящее с. Он тоже большой, да. Вот это как раз-таки обозначает тоже. Ул, да, зур. Он тоже большой. Букульматур. Как переведем? Букульматур. Ага. Нет. Смотрите, Анна, смотрите. Ул в данном случае не сын. А в данном случае, смотрите, в данном случае в начале слова еще приходит, то есть это из вот этой «да», это значит «он» или «она». То есть это местоимение. Понимаете? Он тоже красивый, ой, большой. Он тоже большой. Вот это «да» обозначает «тоже». Хорошо? Так, это озеро красивое. Букульматур, Это озеро какое? Это озеро красивое. Букульнинди, Букульматур, Так, анда балар көп, Дуртмалай. Анда балар көп, Дуртмалай. Там детей много, 4 мальчика. Так, там или много детей, ну, как вам удобно. То есть это оба варианта будут верными. А вот смотрите, дурткус – это, получается, обращение. Угу.
То есть это кличка собаки, если вы не поняли. Дёрткус. То есть такая кличка собаки. Угу. Дюрткус, прям так так и напишите Дюрткус. Ема. Не значит 4 глаза. Просто кличка такая. Да. Дюрткус, сядь, там сядь. То есть это команду дает собаке, да? Хорошо? Ну, то есть это то же самое. Мухтар там мог быть, там вместо имени, да? Тузик, там, я не знаю, и так далее. Или как у меня вот, например, подружка есть, она очень хотела кошку завести. А у нее братишка очень хотел завести собаку. Но завели они в итоге кошку. И братишка назвал ее Муртуз. Мурка-тузик. И у них кошка Муртуз. Так. Угу. Я вот сейчас Марьям вашу проверяю, ладно? Угу. Все верно, Марьям. Отлично. Я проверила. Так, хорошо. Дальше поехали. Поехали. Так, ну это уж вам для наглядности, чтобы у вас была визуальная память тоже хорошо развита. Так, дальше поехали. Теперь переведите, то есть это вообще вам просто очень-очень легко. Опять-таки перевод работаем. Вот эти небольшое количество слов тоже переведите уже на татарский язык. Эти русские слова. Хорошо? То есть платья, праздники, школы, окна, подарки, комнаты, глаза, слова. Вот эти слова, пожалуйста, переведите на татарский язык. Угу. Сразу во множественном числе напишите, пожалуйста, Евгений. Угу. Курмяклер, правильно, принято. Праздники. Бейрем. Нер. Ага. Мектеплер. Правильно. Это на школы будут, да ведь? Угу. Курмяклер. Все верно. Угу. Бейремнер. Все верно. Школы. Это мектеплер. Хорошо. А как будет окна? Да, терезелер. Угу. Терезе – это окно, терезелер – это окна, много окон. Так, бикуп терезелер, зур терезелер, матур терезелер может у нас быть, да ведь? Угу. Дальше. Подарки. Как будут на татарском языке? Танзиля Саляхова, что такое сыйдыклар? Что вы имели в виду? Я не понимаю это слово. Может, это диалектное слово? Так, Танзиля и Сянмисис, вы вновь к нам присоединились, да? Так, и это очень радует. Так, подарки, комнаты. Подарки буляклер, все верно. Комнаты бульмелер. Угу. Буляклер, подарки. Бульмелер, Евгений Дрис. Глаза. Как будет? Глаза. Посмотри мне в глаза. Глаз – это там-то, там-то, там-то. Вспоминаем. Повторюсь, намного проще переводить с татарского на русский, нежели с русского на татарский. Особенно вам, потому что вы носитель русского языка. То есть основной язык у вас все-таки русский. Угу. Так, күзлер, дұрыс. И слова это сүзлер. Да. Да. Все, барығызда дұрыс яздыңыз. Ага. Молодцы, булдырдыңыз. Да, сүзлер. Опять посмотрите глазками, пробежитесь, да? Платья – это күлмәкләр, праздники – это бәйрәмнәр, школы – мәктәпләр,
Okna, terezeler, подарки, börekler, комнаты, bölmeler, глаза – это gözler, слова – это сөзлер. Все хорошо, отлично. Так, смотрите, сандарны көп сөзіне алмаштыр. Замени числительное словом көп. Попробуйте. Смотрите. Например, анда дүрт тау, анда таулар көп. То есть вам нужно вместо циферки сначала поставить, ну, циферку убрать, получается, да, существительное поставить во множественном числе и в конце поставить слово көп. Хорошо? То есть, смотрите, анда дүрт тау, там 4 горы, а вам нужно переделать анда таулар көп, там много гор. Хорошо? Поняли задание? Выполняем. Да, анда малайлар көп. Хорошо. То есть, смотрите, анда он малай, там 10 мальчиков, там много мальчиков. Да. Хорошо, поняли? Отлично. Анда алты көл. Анда алты көл. Угу. Вижу, как вы все пишете. Хорошо. Анда алты көл. Анда көллер көп. Там 6 озер. Вы видите, смотрите, сочетание с числительным мы никаких окончаний не ставим, да? А когда мы говорим то, что много чего-то, да, то уже окончание множественного числа ставится. Обратили внимание же, да? То есть, смотрите, анда алты көл, там 6 озер, там много озер. Анда дүрт алма, там 4 яблока, анда алмалар көп, то есть там много яблок. Так, анда 30 сөз, например, в каком-то там сборнике или, допустим, словаре, да, там 30 слов, там много слов. Это задание было сделано для чего? Для того, чтобы вы обратили внимание, что тут, точнее, вспомнили то, что там окончание добавляется и где не добавляется. Хорошо? Anlaşıldı? Ярамин Бикшат. Вот. Тоже глазками пробежитесь, пожалуйста, сравните, хорошо? То есть анда un malay, анда mallar көп, анда алты көл, анда күллер көп, анда дүрт алма, анда алмалар көп, анда 30 сөз, анда сөзлер көп. Обратите внимание, я не читаю слово анда, да, не анда, никакой не анда. Я говорю его округленно, анда. Хорошо? Сөзлер көп. Малай, не малай, не читаем так некрасиво, да? То есть тренируйтесь над своим произношением, хорошо? Тренируйте свое произношение, можете повторять за мной, когда я читаю вам слова, хорошо? Никакой не анда, ладно, а анда, то есть немножко округляете, хорошо, договорились? Алға таба кеттік. Теперь смотрите, я вам прочитаю текст. У нас сегодня в основном будет урок построен на занятия, то есть у нас сегодня урок практика в большей степени, хорошо? Так, прослушайте текст и скажи, чего много в лесу. Так, я сейчас вам прочитаю текст, вы его попробуйте перевести у себя в голове и потом ответьте мне на вопрос, хорошо? Бу матур зур урман. Анда зур almalar көп. Анда балалар да көп. Анда матур дүрт ат бар. Напишите мне, пожалуйста, что, чего здесь много. Прям на русском ответ напишите. Здесь много того-то, того-то, того-то. Бу матур зур урман. Анда зур алмалар көп. Анда балалар да көп. Анда матур дүрт ат бар. Чего много в этом тексте, то есть в этом лесу. Угу. Прям на русском напишите. Много того-то, того-то, того-то. Угу. Да. Много яблок, много детей. Да.
Да, в принципе, и лошадок тут много, 4 же, да ведь? Да, отлично. Все хорошо, вы написали прям оперативно, мне это очень нравится, то, что вы так оперативно работаете. Бик оператив ишлисиз. То есть, смотрите, Бу Матур Зурурма. Это красивый большой лес. Анда Зур Зур Алмаларку. Там очень много, очень нет, точнее, там много-много яблок. Так, да. Анда балларда көп. Там и детей много, и детей тоже, да, ведь? Вот это да. Анда матур дурт атвар. Там есть красивые 4 лошадки. Так, ребят, вот скажите мне, пожалуйста, текст вам сразу понятен был или пришлось напрячься? Скажите только по чесноку, хорошо? Дөресін айтыңыз. Вам сразу вот на слух текст понятен был? Или вам нужно было его сначала самим прочитать и вникнуться? Напишите, пожалуйста, свои комментарии. Яма? Сразу поняла. Танзиля молодец. Так, сейчас пока текст разберем. Вы пишите, немного напрячься надо было, да, Ирина? Хорошо. Ну, точнее, это с практикой все придет к вам. Так, легко ничего сразу не бывает, это нормально. Угу. Ладно, хорошо, вы пишите свои комментарии по этому поводу, я перехожу к следующему заданию. Так, глазами легче понять по тексту, да, значит, у вас еще восприятие слуховое тяжеловато. Угу. Ага, мне понятно, только не успеваю, слушаю когда. Но это нормально, потому что у вас, скорее всего, я так подозреваю, что, ну, нет практики, с кем общаться на татарском языке. Поэтому вы привыкли, ну, вы же сами только изучаете, наверное, вам тяжеловато, да, воспринимать на слух. Угу. Ребят, в этом случае я вас прям агитирую, прям прошу вас слушать побольше татарских песен. Включайте ТНВ. То есть у вас же есть, наверное, ТНВ канал, да, и татарский канал, татарстанский. А там есть прям эти сериальчики, киношки на татарском языке, даже элементарно мультики. Да в интернете тоже полно. Поэтому вам надо больше слушать на татарском языке. Прям едете в машине, включайте татарские песни, чтобы у вас и пытайтесь понять, о чем поется в этой песне. Включайте, конечно, лучше более такие старые песни. Сейчас во многих современных песнях нет смысла просто. Там просто набор слов, как и в русской эстраде тоже. А вот в старых татарских песнях там очень много смысла. Поэтому вам нужно больше практики. Слышать, слушать. Хорошо? Договорились? Так, дальше. Я даже вам больше скажу, есть очень много фильмов, которые переводят на татарский язык. Даже, например, Гарри Поттер, все части есть на татарском языке, а в интернете тоже это и есть. Если кому интересно. Так, даже один дома есть, и очень много-много-много. Так, хорошо, давайте. Вот эти словосочетания, ну, предложения переведите тоже на татарский, ой, на русский язык. Угу. Давайте работаем поактивнее еще. Давайте. Буапа. Угу. Узор. Он большой или она большая, да ведь? Да. Это тетя или сестра, это может быть. Хорошо? Угу. Он большой или она большой, ой, большая, либо оно большое. То есть мы же знаем, то, что ул это у нас в татарском языке и он, и она, и оно. Так, зур, апа, матур. Да, но в данном случае не большая тетя, а старшая тетя. Ну, то есть зур, апа, то есть которая старшая самая. Хорошо? Ну и в некоторых случаях можно сказать о большом человеке. Например, ну такая тучная, массивная женщина. Ну, допустим, она все равно красивая. Можно в этом случае так говорить. Вот, большая сестра красивая, то есть старшая сестра лучше даже подойдет. Так, апа матурум анда барда алма ал. Такое заковыристое предложение, то есть как будто с подвохом. А на самом деле оно очень простое. Угу.
Так, опа, моторым. Анда бар да алма ал. Как это будет? Тетя, красивая, анда бар да? Нет, туда иди и возьми яблоко. В данном случае это и. Не тоже, а и. Хорошо? Потому что у дал мы это изучали, есть два значения. Это тоже и и. Хорошо? И вот смотрите, мотором это ласковое обращение. То есть, душенька моя, красавица моя, красивая моя, да, тетя красивая моя, да, иди там тоже возьми яблоко. Вот именно в данном случае анда бар, да, алма ал. Туда иди и возьми яблоко, хорошо? Так, тетя красивая, это, в данном случае это и, хорошо? Бар, да. Сходи, грубо говоря, туда сходи и возьми яблоко. Хорошо? Бу апа дозор. Это тетя тоже большая, да. Да, бузур апалар матур. Эти старшие тети красивые, или сестры, можно сказать. То есть оба варианта будут верными. Хорошо. Так. Ага. Апалар, анда сара алма бар. Как будет? Угу. Апалар, анда сара алма бар. Тети, там желтые яблоки есть. Ну, яблоко получается. Тети, ну, то есть обращение, да, тети, там есть желтое яблоко. Или тут как обобщенный получается? Так, у нас новый пользователь Марселина Милана. Угу. Спасибо. Там желтое яблоко есть. Да, все верно. Хорошо, дальше поехали. Так, глазками просмотрите, пожалуйста. Буапа – это тетя, сестра, да? Узур – она большая. Зурапа Матур – большая тетя, сестра, красивая. Апа Матурум Андабарда Алма Ал. Хорошо. Сестрица, тетя, красавица моя, туда иди, яблоко возьми. Видите, как будет? Буапа Дазур, и это тетя большая. Так, зура апалар матур, эти большие тети красивые, апалар андасара алмабар, сестрицы тети, там есть желтые яблоки. Вот смотрите, почему яблоки еще, да, потому что обобщенные понятия. Но есть же, вот, например, в татарском языке, ой, в русском языке, когда обобщенно говорят, ну, то есть существительные, которые употребляются только в единственном числе, но может они обозначают множественное число. Хорошо? Тет же много, а яблоко одно, да? Ну, так же нет, не будет хорошо. Вот, дальше поехали. Если вам все понятно, я поехала дальше. Так, теперь немножечко отдохнем и послушаем меня, пожалуйста, ладно? Так, Нечке Сузывалазар. Мы продолжаем изучение мягких гласных звуков, продолжаем наше знакомство с мягкими гласными звуками. И у нас очередная гласная, мягкая гласная – это И. Иоза. И произносится почти так же, как и в русском варианте. Обратите внимание, что согласные Д, Н, Т, некоторые другие, перед И перед некоторыми другими мягкими гласными читаются твердо. Вот, как раз-таки мой нелюбимый момент, когда говорят, например, в слове «эти», папа, да, «эти», говорят «ти», «эти». Им кажется, как будто бы оно умягчается, да, но нет, наоборот, становится твердым, поэтому надо говорить «эти». Понятно? Например, Идель, то есть название реки, да, Идель. Не Идель, да, а вот Идель. Угу. Например, смотрите, Инеш, Инеш, то есть это река, получается, да? То есть, ну, берег реки по-другому.
Инеш. Мы не говорим ни в коем случае инеш, да, мы говорим инеш. Хорошо? Поняли? Так, и авазы белән яңа сүзләр. Әни, мама, эти. Видите, твердый знак прям поставили, чтобы прям кричала об этом. Понятно, да? То, что как нужно произносить. Эби, бабушка. А вот здесь наоборот, видите, буковка Б. Она умягчается, она говорится как эби, би. Понятно, да? Если вот, например, было бы с твердогласной, говоря баба, видите, произношение совершенно другое. Кирек, кирек, биш. То есть кирек это нужно. Он всегда тоже употребляется в конце предложения. Биш это 5. Сигес 8. Киль иди. Иль страна. Бир дай. Мин я. Син ты. Дин религия. Понятно, да? Мы не говорим дин, дин. Нет, мы говорим дин, дин. То есть он твердо так звучит, хорошо? То есть это, обратите внимание, при произношении с буковками н, т, д. Понятно, да? В остальных случаях согласные у нас умягчаются. Хорошо? Яңа сүзләр белән җөмләләр. Илләр тыныч булсын өчен әни кирәк. Илләр матур булсын өчен әби кирәк. Илләр күркәм булсын өчен әти кирәк. То есть это слова из стихотворения «Иллер тыныч булсын өчен әни кирәк». Чтобы иллер это страны были мирными, то есть без войны получается, да, нужна мама. Иллер матур булсын өчен әби кирәк. Чтобы страны, чтобы вообще жизнь была красивой, нужны бабушки, то есть нужна бабушка. Иллер күркәм булсын өчен әти кирәк. Чтобы страны и вообще, получается, мир был очень милым, таким душевным, нужен папа. Понятно, да? Мне кажется, вы все согласитесь с этими строчками стихотворения. Так, дальше. У нас есть следующее мягкий гласный звук, это Е. Е – это мягкая пара татарского звука И. После согласных произносится с оттенком русского звука читается как в словах «тише» и «дальше». Тише едешь, дальше будешь, да, чтобы легче было запомнить. После согласных или в начале слова произносится как русская буква «е». Дальше. Е авазы белән яңа сүзләр. Бер, один. Ике, два. Кеше, человек. Тәмле, вкусный. Әкрен, медленно, осторожно. Әйбер, вещь. Бүләк, отделение. Ой, извините, бүлек, уже тоже глазки. Так, именно бүлек. Там, видите, во втором слоге стоит у нас буковка Е, а не Это отделение, не путать со словом бүлек, подарок, хорошо? Тегенде, там. Эти слова я тоже слайд отправлю в группу, чтобы у вас они были перед глазами, хорошо? Так, я белән яңа сүзләр. Чайник, чайник. Вы знаете то, что в татарском языке буковка Ч говорится как Щ. Бүген, сегодня. Тел, язык. Без, мы. Сез, вы. Түгел, не. Означает отрицание предложения ставится после всех слов, кроме глагола. Например, матур тугель, некрасивый. Понятно, да? Дәрес, урок. Повторяем слова, обращаем внимание на разницу в звучании. Сыр, сер, бір, дер, былтыр, бельдер. Сыр – это резьба. Сер – это тайна, секрет. Бір килю, глухо урчать. Бер – это один. Былтыр – это прошлый год. Бельдер – научи. Эти слова заучить пока не нужно. Просто оставьте у себя в голове. Все равно они у вас останутся. Хорошо? Давайте попробуем. Я, ты, он – большая страна. Помните, да?
Это все те люди, все те слова, которые мы только что изучили. Хорошо? Напишите, пожалуйста, как мы скажем это все на татарском языке. Я, ты, он, большая страна. Не бойтесь, я вам подскажу. Потому что слова новые, возможно, вы их еще в первый раз видите. Некоторые уж, может, они вам знакомые, но все равно я вам в любом случае подскажу. Хорошо? Куркмалос. Не бойтесь. Я, ты, он, большая страна. Как будет? Мин, сину, зур, иль, едерес. Иль. Иль. Вот это вот слово мы с вами изучили. То есть у вас немножко такой шоковой терапии, что только что изучили, я сразу же у вас спрашиваю, чтобы у вас в голове лучше остался это в памяти. Иль. Я вот две буковки. Иль. Это страна. Гульнара Семсис. Так. Я, ты, он, большая страна. Это значит мин, сину, зур, иль, дерес. Все запомнили? Так, хорошо. Мама, папа, большие люди. Это и они, зур, кошеле. Хорошо. Кэше. Человек. Кэше. Не бойтесь, эти слова я вам все отправлю. Вот эти слайды. Мы просто сейчас вот это все как бы вдалбливаем в голову. Хорошо? Так. Этот отдел большой. Булек. Булек. Вот, смотрите. Так, мин, сину, зур, иль. Это я не зур, кошелер. Да, обратите внимание, посмотрите. Ладно, кто не может запомнить, просто посмотрите комментарии, которые предыдущие ваши друзья пишут. Булек. Отдел будет, смотрите, пишется как булек, подарок, да, только во втором слоге вместо пишется Булек. Булек, зур. Не бойтесь, не переживайте, Ирина, если вы не запомнили, это нормально. Я вам все это перешлю, мы просто сейчас это все отшлифовываем, чтобы у вас в голове осталось, хорошо? Так, эти люди красивые. Кошелер, матур, Тянли. Да, букшляр матур. Эти люди красивые. Большие яблоки вкусные. Угу. Кошелер. Вот это слово уже встречалось. Видите, большие люди, эти люди. Кошелер. Везде буковка Е. Кэше. Человек. Кошелер. Люди. Так. Большие яблоки вкусные. Зур алмалар темли. Хорошо, молодцы, булдырдылас. Так, тоже глазками пробежимся. То есть я, ты, он, большая страна. Мин, син, у, зур, иль. Мама, папа, большие люди. Это и они, зур, кошелер. Анатолий Хусаинов. Ага, и Сянмисес. Вновь присоединились. Так, мама, папа, большие люди. Это и они, зур, кошелер. Этот отдел большой, бубулек зур. Да, эти люди красивые, букшелер матур, едерес. Дальше. Большие яблоки вкусные, зур алмалар темли. Да, все хорошо. Всем спасибо. Так, теперь послушайте меня, пожалуйста. Смотрите, я вам тихонечко начну вводить падежи, которые очень огромное значение имеют в татарском языке. Их всего 6, извините. Их всего 6, но они имеют огромную роль. И как бы во многих, окончания играют важную роль, поэтому их нужно знать. А начнем мы сегодня с очень такого важного падежа, который помогает нам при постройке предложений. Это урун вакыт келиши. То есть место-временной падеж. То есть этот падеж указывает на место и время. Хорошо? Так. Да, Зур алмалар темне. Да, Анатолий все правильно написал.
Смотрите, обозначает место, время нахождения предмета или время, когда происходит действие. Отвечает на вопросы у кого, кімде, в чем, нәрседе, где, қайда, когда, қайчан, нешеде, во сколько. Формируется при помощи окончания да, де, та, де. Мисал. Смотрите, если слово заканчивается на гласный звук и на звонкую согласную, то к нему окончание добавляется на, который начинается на буковку Д. Если же слово мягкое, то с буковкой А будет, если слово, если слово твердое с буковкой А, если слово мягкое с буковкой Э. Если же слово оканчивается на глухую согласную, то будет окончание начинаться на буковку Т. Если слово твердое, то на А, если слово мягкое, то на Э. Ну, это уже понятно, да? Например, «эни» у мамы, «эниде», «этиде» у папы, «эбиде» у бабушки, «мектепте» в школе. Все понятно? Ребят, а по местно-временному падежу вам все понятно? А? Теперь попробуйте, пожалуйста, перевести вот эти предложения на русский язык, естественно. Bu cümlelerine Rus diline tercüme edip kararışı. Попробуйте перевести вот эти предложения на русский язык. Давайте попробуем, поработаем. У нас осталось не так много времени, нам еще много всего успеть надо. Хорошо? Бузур-Урам – это большая улица. Хорошо. Да, отлично. Это большая улица. Анда мектеплер кып. Там много школ. Все верно. Да. Это большая улица. Там много школ. Зульфия, Сайфулина и Сямисес тоже не здоровался еще, видимо. Да, правильно все написали. Так. Я так смотрю. Хорошо. Анда мектеплер куб. Там много школ. Да, все правильно писали. Я просматриваю, кто как написал. Так. Так, хорошо, сейчас. Так, дальше. Алар яхши матур. Яхши это значит хорошие. Ладно? Хороший, добротный значит. Алар яхши матур. Вот еще же говорят халяринищик. Яхши, типа хорошо, замечательно. Понятно, да? Так. Угу. Так, алар яхши матур, они хорошие, красивые. Мектепте зур бульмелер көп. В школе много больших комнат. Да, все верно. То есть в школе много зур бульмелер. В школе много больших-больших комнат. В татарском языке это нормально, когда вот так вот прилагательные повторяются. Это вот прям вообще нормально. Ага, да. Дальше, то есть это степень прилагательного, что ли, когда вот повторяется, превосходная степень получается. Алар-матур, они красивые. Угу. Анда терезелер де зор. Вот в этом случае, смотрите, вот это «д», да, это получается там и окна большие. Да, все верно, молодцы. Вот Зульфия тоже правильно писала. Угу. Там и окна большие. Да, Ирина, молодец. Так, bu mektepte балалар көп. В этой школе, вот именно bu mektepte, то есть указательное местоимение в этой школе, bu mektepte балалар көп. В этой школе много детей. Угу. Хорошо, отлично. Булдырдалась. Так, ребят, всем все понятно? У вас не возникло никаких трудностей? Так, алға таба кеттік. Так, тоже глазком пробежимся.
Это большая улица, там много школ, они хорошие, красивые. В школе много больших комнат, они красивые. Там и окна большие, в этой школе много детей. Так, в принципе, текст несложный. И вы уже видите, вы уже можете составлять вот такие небольшие текстики. Ну, то есть, мгм. Вам сложновато было, да? Ну, это да. Еще раз просмотрите тогда, чтобы у вас записи они висят, то есть они не удаляются. У вас как раз-таки будет время, ну, кто хочет там продолжающий, да, вот это все поразмыслить и, то есть, повторить. И как раз я приеду, и у нас будет очень много, еще больше насыщенных уроков. Да? Хорошо. Если вам что-то непонятно, пишите мне, у вас у всех мой номер есть. Хорошо? В WhatsApp можете писать. Все, дальше поехали. Ради конкурыш базаляры простые бытовые ситуации. Поговорим о работе. Кем кайда шли? Кто где работает? То есть это такой вопрос. Кем кайда шли? Кто где работает? Эш читается мягко. Работа шли работает. Так. Мисал мин банк шли, а мин университет шли. То есть смотрите, для чего мы с вами изучили местно-временной падеж? Вот как раз-таки, чтобы сказать, где ты работаешь, вот это у нас падеж помогает. Вот я, например, про себя говорю. Мин банкта шлим тугель. Например, мин мектепте шлим. Я работаю в школе, да? Мин мектепте. Да, Анатолий все правильно перевел. Молодец. Так, вот. Амин университет шлим. То есть, а я работаю там-то, там-то, например, в университете. Понятно, да? То есть, чтобы сказать, где вы работаете, вот здесь вы как раз-таки употребляете местно-временной падеж. Понятно, да, для чего он нужен нам? Так, дальше скажите, кто где живет по-татарски. Вспоминаем местно-временной падеж. Образование происходит при помощи окончания да, де, то, де, до, де. Например, Мәскеуде, Москве, Казанда, в Казани, Самарада, в Самаре, Казахстанда, в Казахстане, Петропавловскда, в Петропавловске. Например, Мин Казанда, Яшим Эсин. То есть, чтобы сказать, да, я живу в Казани, а ты? Амин Ташкентта Яшим. А я живу в Ташкенте. Понятно, да? Да, вы можете написать, кто из какого города. Давайте проверим нашу географию. Мне вот интересно. Мен, например, өзім Қазанда яшеймін. Вот. Кім қайда яшейді? Казахстанда. Ой, так здорово. У меня тоже Казахстанда туғандарым яшейді. У меня там живут родственники. Ага, Зульфия тоже Казахстанда, да? Ага. Я живу и в Казани, кстати, и в Высокогорском районе. То есть это тоже район в Татарстане. Биектауда, если на татарский перевести. Ага. У меня тоже там родственники живут, Алматыда. Мәскеуде. Мәскеуде. Отлично. Так, хорошо. Какая у нас обширная биография. Йошкар-Олада. Тамарийская республика, имя? Кстати, у меня деревня недалеко, ну, у нас граница с Марьелом. У нас прям деревня есть, как она называется-то? Ой, забыл, как называется. Мы часто ездили на встречи 3 школ. Так, Курамасы называется. Вот, вспомнила. Так, Ярар, молодцы. Вы теперь поняли, да? Вот, кстати, я обратила внимание, вы все окончания правильно поставили. Кто Кент клевый? Евгений, что Яки?
Так, вот смотрите, вы все правильно окончание поставили, и это уже круто. Так, Алатова. А, не устали еще? Немножко поработаем, хорошо? В таком режиме. Так, давайте тоже еще переведем. Тержемейтегес. Это сестра, она большая тетя красивая. Я вам просто хочу, чтобы у вас прям... Нет, деревня, нет, Курамасы, я вспомнила. Большие Курамасы, малые Курамасы, помню. Вот. Когда я в школе училась, у нас школа считалась русской, а в соседней деревне у нас татарская школа. И вот мы частенько менялись. То есть там либо в Курамасы ездили, то есть встречи трех школ, трех национальных школ. Вот. Ага. Это сестра Бу-Апа. Угу. Бу-Апа Эйе. Она большая. Тут тоже немножечко сложновато, потому что с русского на татарский переводим, да? Обратите внимание. Улзур, да, она большая, или он большой, да, то есть, в принципе, и то, и то, и то. Там большая тетя красивая. Булапа, да. Ага, большая тетя красивая, да, Буапа, все верно, это сестра, значит. Буапа Матур. Буапа, она красивая. Улматур. Большая тетя красивая. Зурапа Матур, Эйедрес. Так, Буапа, Улзур, Зурапа Матур. Да, все верно. Зурапа Матур. Апанда Зур, Sarı almalar. Küp. Yeме? Küp только забыли. Ага, то есть, смотрите, у вас будет правильный вот так. Сестра, там много желтых яблок. Апа, анда, sarı almalar, küp. Yeме? Апа, анда, sarı almalar, küp. Так будет правильно. Мгм. Так, сестра, иди возьми там яблоки. Апа, анда. Сестра, иди возьми там яблоки. Как будет? Апа, 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 бар, al, анда, almalar. Да, все верно. Зурапа, матур. Да, все верно. Апа, бар, анда, almalar, al. Алай тоже дырыс. Алайда дырыс. То есть, сестра, иди возьми там яблоки. Апа, бар, анда, алмалар, ал. Там тоже так же будет правильно. Хорошо? Буапа, узурапа, матурапа, анда, зур, сара, алма. Апа, бар, алмалар, ал. Бу, апа да зур, bu апалар матур, апалар, анда, сара, алмалар, куб. Эйе. То есть, смотрите, эта тетя тоже большая. Бу, апа, да, зур. Угу. Угу. Эти большие тети красивые. Бу апалар, бузур апалар, матур, эйе, эйе, дырыс. А тети, там много желтых яблок. Как будет? Тети. Так, апалар, анда. Тут уже да, нет уже получается, значит просто там много. Ясно? Тети, там много желтых яблок. Да, уже не надо тут. Тут же нету и не тоже, поэтому не надо вот это, ладно? Тети, там много желтых яблок. Апалар, анда сары алмалар куб или сары алма куб. Угу. Да, все верно. Хорошо, отлично. Алатова китек. Так, теперь. Угу. Все, хорошо, видите, уже у вас все получается. Теперь это вам домашнее задание. Вот эти новые слова выучить. Хорошо? Я вам также это отправлю в группу, скрин. Прямо после этого урока отправлю. Хорошо? Ага. Да, апанда, сарал, малар, куб. Хорошо?
Отправлю вам вот эти новые слова. По возможности выучите, пожалуйста. И еще вам нужно понимать образование местного временного падежа, рассказать о сестре, дедушке, о мальчике на выбор. 2-3 предложения. То есть просто подготовьте, в принципе, можете о придуманных дедушках, там, не обязательно мне там правду, неправду, как знаете, получается. То есть там банальные такие фразы, например, меня апам бар, ол зур, ол матур, вот такие простые, ладно, предложения, не надо там замудренные, хорошо? То есть все, что мы проходили вот эти предложения по типу таких, ладно, составьте, хорошо? Вот, сейчас я перейду в полноэкранный режим, чтобы вы не видели. Так. Угу. Так. Следующий урок у нас будет завтра. Мы пока вот в таком режиме, ну, всякое в жизни бывает, поэтому так вот произошло. А вы в любом случае, если даже не можете, не успеваете посмотреть онлайн-режим, да, у вас вы можете посмотреть его в оффлайн-режиме. То есть запись, она есть. Поэтому не переживайте. Вы можете посмотреть запись, а если у вас есть какие-то вопросы, мне их задавайте. Я всегда открыта к диалогу, вы это знаете. То есть мне никакого труда это не составляет. Просто единственное, не могу так часто отвечать, возможно, там вас же много, я одна. Вот. Поэтому имейте в виду, завтра мы с вами вновь увидимся в 19:00. Все как обычно, то есть в таком вот режиме будем работать. Ну, я никого не призываю, это дело каждого. То есть после 20-го, да, ну, 20-го у нас будет уже уроки продолжающего потока. То есть это вы как хотите. То есть ваше желание оставаться с нами или не с нами, то есть это ваше сугубо личное желание. Вот. У вас как раз будет время подумать, подготовиться и так далее. Вот. Завтра вас всех жду. Барыгызны иртәгә көтәм сәгать 19:00. Бүген яңа сүзләрне сезгә бирәм. Әкренләп өйрәнә башлыйбыз. То есть мы тихонечко будем свою речь их вбивать, кертәбез, вводить. Яме? То есть потихонечку вот так мы будем учиться. Яме? Барыгызга да бик зур рәхмәт. Барыбер мне очень приятно, миңа бик күңелемә шат тудыра сезнең менә шулай дәресне каравыгыз. Поэтому я вас жду тоже на следующий урок, то есть это будет уже завтра. Шул ук компаниядә дә көтәм, можете даже больше. Вот, сорауларыгыз булса, миңа мөрәҗәгать итегез. То есть обращайтесь, я отвечу на любые ваши вопросы. Яме? Так, отправляю вам скрин вот сейчас после этого урока. Яме вот этих новых слов каких-то и так далее, правил. Хорошо? Так. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр до новых встреч. До свидания.